Начну не с главного, наверное, насчет вот этих разговоров со стороны того, что ведутся какие-то переговоры между Российской Федерацией и Грузией. Ну, возможно, они ведутся, но какого-то потенциала для этих переговоров, для того, чтобы российская сторона даже согласилась передать Абхазию в состав Грузии, я думаю, для этого нет никаких возможностей. Грузия совершенно другая страна, это не та страна, которая была в советский период времени. И сегодняшняя грузинская молодежь и вообще завтрашняя Грузия, ее будущее, она не ассоциирует себя вообще с Россией ни в культурном плане, ни экономическом, там, ни в социальном, ни в каком. Это первое. Второе, те разговоры, которые ведутся в России все время периодически ведутся разговоры на эту тему. Каждый раз они поднимаются, но они поднимаются не на официальном уровне. Что важно знать, все эти разговоры, они всегда будут вестись при любых обстоятельствах, они будут вестись и внутри стратегического партнера, естественно, будут вестись и в Грузии. Нужно понимать, какое отношение к этому мы имеем внутри своей страны. Какое отношение каждый гражданин страны, гражданин Абхазии имеет отношение к этому вопросу. Для меня лично и для большинства тех людей, которые я знаю лично, статус Абхазии вообще не обсуждается. Вообще статус Абхазии я не имею даже права обсуждать, не имеет права обсуждать мое поколение. Я думаю, что не имеет права обсуждать и будущее поколение абхазского народа, потому что результат это даже не то, что статуса, речь даже не о слове суверенитет. Вот это достижение независимости и свободы абхазского народа – это результат многовекового труда нескольких поколений. Не только предыдущего, не только настоящего, там, и, может быть, даже будущего. Вообще это процесс, по сути, он никогда не останавливается, он вечно продолжается, потому что вечно всегда нужно бороться за свое существование. Но вот это достижение, вот эту ступень, которую мы достигли, она не может обсуждаться, она не может быть вообще рассматриваться. Никакого регресса быть не должно вообще. Это сакральная, это священная тема. И я лично считаю, что любой человек, который поднимает этот вопрос, это человек-враг. Я его таковым считаю. Значит, этот человек, интересы этого человека противоречат интересам моего народа. Вот, у нас слишком трагичный был путь к этому достижению, к этой победе, к этой свободе и независимости, что мы вот с легкостью от нее отказались. Вот. Но наша вина, вот, на мой взгляд, в чем заключается? Во-первых, вина может быть в первую очередь властей и, может быть, самих тоже граждан. Властей в том, что они участвуют в обсуждении этих вопросов. То есть мы не должны вообще, для нас это не вопрос, мы не можем его обсуждать. Всех нас вина, наверное, в том, что мы в какой-то степени, в какой-то момент начали забывать о том, что это достижение мы достигли, но на это нельзя останавливаться, нужно двигаться дальше, потому что если ты не идешь вперед, говорят, ты идешь назад, стоящего положения не существует. Мы не идем вперед. В этом наша вина. Мы не идем вперед, и постепенно те свободы, которые мы завоевали по крупицам, мы начинаем терять. Может быть, не все сразу где-то мы потеряли, но потихоньку мы много чего потеряли. А череда, там, император Юстиниан сказал, череда неприятностей, мелких неприятностей приводит к трагедии. Я боюсь, что таким путем мы в скором времени потеряем вообще всю независимость. Чтобы этого не произошло, мы должны все время двигаться вперед, работать над собой, ставить перед собой какие-то очень важные цели и достигать их. Я вообще считаю, что Грузии, наверное, самое время относиться не как к врагу, а как к конкуренту. Вот просто конкурент, он наш конкурент перед мировым сообществом. И он доказывает свою состоятельность, и мы должны доказать свою состоятельность. И в этой борьбе мы должны сделать все возможное для того, чтобы выиграть это противостояние. Вот мы выиграли ее во время войны, мы должны выиграть ее в мирной жизни. Сказать, что у нас все на самом деле плохо, это не так, потому что в сравнении с Грузией
с теми возможностями, которые она обладает, Абхазия достаточно неплохо сегодня живет. У нас достаточный жизненный уровень населения, хотя мы частично признанное государство, у нас нет таких возможностей для того, чтобы общаться с миром, у нас нет возможности для импорта капитала, технологий. Нам закрыты доступы к мировой системе здравоохранения, образования, культуре, в том числе и руками Грузии. Тем не менее, мы все равно развиваемся. То есть я хочу, чтобы каждый гражданин страны подумал, что было бы, если у нас эти возможности были бы. Если мы сегодня живем так, практически полупризнанное государство, которое есть возможность только общаться с Российской Федерацией, больше ни с кем. И тем не менее мы живем не хуже кого-то, по крайней мере, чем в Грузии. Да. Что было бы, если у нас эти возможности возникли? То есть мы должны ставить цели, мы должны двигаться вперед, нельзя категорически опускать руки. Абсолютно. И что бы кто бы ни говорил, там, о какие бы формы ни предлагал, все равно свобода и независимость нашего государства, нашего народа – это высшее благо, это самое комфортное состояние для абхазского народа, для его развития. Кстати, очень важный вопрос. Свобода, мы должны тоже не забывать, что свобода и независимость Абхазии – это не только для абхазского народа, для всего абхазо-адыгского народа. Это клочок свободы всего этого народа. И для всего черкесского народа. Так что мы несем ответственность за эту свободу и независимость перед этими народами, перед нашими северокавказскими братьями тоже. И перед нашей многочисленной диаспорой. Поэтому еще раз, я категорически против вообще какого-либо обсуждения этого вопроса. Это вопрос полностью табуирован. И если кто-то там даже обсуждает на стороне, это для нас не предмет обсуждения.